генеральному прокурору Российской Федерации Устинову, председателю и представителю президента Российской Федерации по правам человека в Чечне Коломанову, от жителей села Цицанюк Курчелоевского района Чеченской Республики. Третий год Россия ведет в Чечне так называемую антитеррористическую операцию, задача которой вернуть чеченский народ в конституционное поле России, хотя Россия сама вытолкнула Чечню из законов СССР и России, развалив единый могучий Советский Союз. Как в свое время большевики во главе с Лениным, так и Борис Ельцин вместе лжец-демократами обманули чеченский народ, обещая им свободу и независимость. В 30-е и 40-е годы репрессии, геноцид НКВД и тогдашнего правительства Советского Союза привели наш народ к массовому выселению в феврале 1944 года. Развал Советского Союза и парад суверенитетов республик Советского Союза привел наш народ к войне 94-96 годов. А после этого началась сегодняшняя трагедия чеченского народа. Какая бы ни менялась власть в России, она сама нарушает свою конституцию по отношению к чеченцам. За примером далеко ходить не надо. Федеральные войска с первых дней антитеррористической операции начали мародерствовать, грабить, убивать, заниматься вымогательством, издеваться и уничтожать чеченцев. Через каждые 2-3 километра расположены блокпосты. Они никого не защищают, а наоборот занимаются вымогательством. Чтобы пройти пешком через блокпост, каждому приходится давать по 10 рублей. За проезд на автомашине 50-100. Какая же Конституция, какая же статья Конституции Российской Федерации соблюдается этими поступками российских миротворцев?